Имя выдающегося абхазского и российского писателя, классика современной литературы Фазиля Искандера известно каждому не только в Абхазии, но и за рубежом. За неповторимую оригинальность сюжетов его сравнивали с лучшими зарубежными писателями, такими как Габриэлу Гарсия Маркес, Мигель де Сервантес, Франсуа Рабле. А на своей исторической родине Фазиль Искандер стал одним из главных символов абхазской культуры, человеком, прославившим самобытность страны и рассказавшим миру об особенностях национального колорита. Для меня Фазиль – абхазский писатель, пишущий на русском языке. И как бы я ни спорил с моими коллегами в АБНИ или где-то еще, и Фазиль Абдулович в этом смысле понимал, и мы с ним очень много об этом тоже говорили, и он нашел компромисс. Он говорил: «Я певец Юга России». И в этом великом компромиссе весь Фазиль, потому что это был человек, который как бы отвечал на вызовы времени, да, но это был не скандалист в том смысле, он был спорщик, он был, да, диссидент, как хотите называйте. Это был человек, который для нас служит примером верности своим принципам, принципам абхаза, потому что Фазиль в первую очередь это абхаз, и не только его творчество, но вся его жизнь говорит об этом. Я помню, когда мы 4 марта собирались в Москве, и какой это был взгляд, какая-то была любовь в его глазах, когда он смотрел на нас, на абхазов. Участники круглого стола делились воспоминаниями о Фазиле Искандере, говорили об его великолепном знании народной культуры и фольклора, рассказывали истории жизни великого классика. Была отмечена и разница восприятий произведений писателя разными поколениями. Молодого поколения, нынешнего, да, они восхищаются его творчеством, очень высоко ценят. Но когда, например, я дал кому-то из молодых журналистов почитать «Созвездие Козлатура», после которого он в 1966 году проснулся знаменитым, да, ну, такое было, да, здорово, все, ну ничего такого особенного. А дело в том, что для нас тогда это было очень смело, очень дерзко. То, что сейчас, это совершенно, может быть, и не могут это понять и оценить. Ибрагим Чкаду, автор документального фильма о писателе, отметил, что творчество великого прозаика представляет собой феномен. Писатель, пишущий исключительно на русском языке, привнес в русскую литературу богатый мир абхазской культурной жизни. Многонациональное перекрестное опыление он прошел, культурное, и это тоже во многом повлияло на это. Это абхазский язык, который был в доме, и русский, который был общепринятый в этой детской среде, где были греки, абхазы, русские, армяне, грузины. И этот весь котел такой плавильным, которым был Сухум, он, конечно, из этого всего получился Искандер. Все-таки великолепная, хорошая была школа, и учителя были, которых он часто вспоминает. Это все вместе, конечно, породило этот феномен, который есть. Искандер, он, конечно, блестящий писатель, и он блестящий философ. В завершении круглого стола министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия рассказала и о планируемых мероприятиях с целью увековечения личности Фазиля Искандера. В течение года будет издан сборник избранных произведений писателя на абхазском и русском языках. Также есть предложение переименовать улицу 4 марта в улицу Фазиля Искандера. Кугут Савардания, Руслан Орлов, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.